Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что вас ждет, что по судьбе на будущей неделе, чем удивят и чем порадуют следующие 7 дней. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадывайте на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, что ждет, что по судьбе на будущей неделе. Я думаю, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, неделя очень необычная выходит. Будут происходить какие-то невероятные вещи, встречи, и даже у кого-то будут чудеса. Неделя, знаете, такая на одном дыхании. Вот промчится, пролетит. Будете долго вспоминать то, что было на этой неделе, что происходило. Какие-то вот прям яркие, невероятно яркие впечатления вас ждут. Ну, давайте пойдем по порядку. Здесь у меня идет преображение человека. Вы знаете, вот именно такие фигурки крайне редко встречаются. Но всегда эти фигурки говорят о том, что человек возвышается по своему жизненному пути. Значит, кто-то будет преображаться внешне, при этом будет открывать свою внутреннюю силу. Ну а кто-то преобразится вот именно каким-то достижением. Что-то свершится, что-то получится, что-то исполнится. Вот этот свет внутри вас начнет гореть. И те, кто вас окружают, они все будут под впечатлением от вас. Куда бы вы ни пришли, с кем бы вы ни встретились, что бы вы ни делали, люди в окружении вас, вот те, кто социум, вокруг вас находится, все будут смотреть на вас с замиранием сердца, следить за каждым вашим движением и за каждым вашим словом. Вы покорите всех и вся. В эту неделю, если у вас есть какие-то проблемы, вам нужно договариваться, заключать договора, получать какие-то документы, важные вопросы с людьми решать, с начальством, может быть, с госслужбами, поликлинике, идите смело и знайте, вам отказа нигде не будет. Это не удача, это не везение, это нечто большее. Вы это поймете. Это просыпается ваша внутренняя мощь, энергия. И люди просто не могут сопротивляться. Вот такие все зачарованные вокруг вас будут ходить и пытаться вам угодить, вас ублажить. Ну и, конечно же, как можно дольше оставаться рядом с вами, наслаждаясь той энергетикой, которую вы будете излучать. Мои хорошие девочки, кто в поиске отношений, кто хотел бы наладить свою личную жизнь, эта неделя просто зеленый свет для вас. Мужчина нравится вам какой-то, симпатичен, так подмигните ему, просто скажите привет. Поверьте, этот мужчинка, он пойдет за вами, вот прям, знаете, вот по вашему следу пойдет. Если у вас есть конфликты с кем-то, то же самое. Человеку намекните, не знаю, хотите в социальной сети лайк поставьте, либо какой-нибудь смайлик отправьте. Человеку знак дайте. Человек сразу же прибежит, все оставит, к вам прибежит, скажет, ой, как хорошо, что ты мне написала. Я так долго ждала, я так надеялся, что ты мне напишешь, что ты уже оттаяла, на меня не злишься. Мои хорошие, пользуйтесь. Если вам нужно повышение, вы хотите прибавку к жалованию, то же самое. Идете к начальнику, мило улыбаетесь и говорите, а не пора ли вам, уважаемый товарищ начальник, повысить мне зарплату? Либо, а я считаю, что я
уже выросла из своей должности, поверьте, отказа вам не будет. Вот все, что хотите, все можете получить. Главное, ничего не бойтесь, не стесняйтесь и будьте естественны. Вот 3 ключа, которые помогут открыть все двери, абсолютно все. Дальше, мои хорошие, тут изобильность идет, но изобильность в левой руке. Здесь я так понимаю, что вы немножечко поскромничаете. Вы за эту неделю можете получить больше, чем за весь год. Но в левой руке у нас рог изобилия выходит, говорит о том, что где-то вы постесняетесь. Ну, понятно, что все люди разные. Я так понимаю, что практически 95% моих зрителей очень скромные люди. Вот. Тут я, конечно, рекомендую отпустить эту ситуацию, не заморачиваться о том, ой, а кто что про меня подумает, что я слишком там требовательная, что слишком наглая. Вообще об этом не думайте. Переложите этот рог изобилия себе в правую руку. И тогда, мои хорошие, получайте, еще раз получайте. Так, идем дальше. Здесь у вас какой-то котик выходит. Котик небольшой, котенок, можно так сказать, но тем не менее выходит в левой стороне. Это могут быть шалости от детей и также могут быть какие-то мелкие неприятности от близких родственников либо друзей. Сразу хочу сказать, что это выглядит как шалость. Вот не специально, да, человек не специально это делает, ну так получилось. Ошибся, не понял, там что-то где-то забыл, может быть, просто проигнорировал. Но тем не менее, могут подвести в какой-то очень важный момент. Вот на человека понадеетесь, попросите что-то сделать, а человек просто забудет. Не будем говорить игнорировать, да, просто забудет. Постарайтесь либо все проверять, вот все задания, которые вы выдаете, либо просьбы, которые вы озвучили. Старайтесь напомнить человеку, ненавязчиво, конечно, но напомнить. Ну и, конечно же, проконтролировать процесс. Да? Написать смс-очку: привет, а ты сделала то, что я просила? А как у тебя дела? Да? На каком этапе продвижения по моей просьбе? Да? Просто спросите. От вас не убудет, ну и человеку лишний раз напомните, чтобы вот такой мелкой неприятности не произошло. То же самое, девочки, кто с мужчинами, может забыть, может просто перепутать дни, даты может перепутать, время может перепутать. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, напоминайте, и тогда все будет замечательно. Так, девочки, у кого муж любит расслабиться там, с алкоголем, либо, может быть, там, с компьютерными играми, здесь могут быть споры, ссоры на этой почве. Да, там лишнего употребил, либо слишком долго за компьютером сидит. Мои хорошие, но вы исправить его не исправите. Вот ваши вот эти крики, либо упреки, они ведь не работают. Просто не работают. Вы тратите свои нервы, вы тратите свое здоровье, но результат как бы он никакой. На самом-то деле. Здесь нужно немножечко по-другому вам поступать. Либо договоритесь с ним, да, что вот этот день лично твой, хочешь играй, хочешь пей, хочешь что хочешь делать, да, хоть спи целый день. А вот остальные дни будь добр, минимизируй свои вот эти увлечения. То есть надо договариваться. Если будете договариваться, ну у вас мужчинка золотой станет. Знаете, золотой ребенок. И послушный, и хороший, и всегда готов к вашим услугам. Так. Здесь у вас еще с левой стороны, смотрите, как птица летит, но летит вверх. Кого-то вы не порадуете, да, либо кому-то что-то сообщите, у человека может случиться шок, кризис, истерика. Будьте аккуратны в том, что вы говорите, в том, как вы говорите, и старайтесь не говорить полутонами, полунамеками. Здесь вот вышел то ли мужчина, высокий, худой, то ли женщина с таким мужским характером, повыше вас ростом и тоже такая, знаете, худенькая. Вот прям человек ловит от вас эту птицу, и у человека прям взрыв мозга происходит. Может быть, вы не хотите, может быть, вы совсем другое будете подразумевать, но человек вас неправильно поймет, да, и очень сильно может расстроиться. Потом еще будете тратить время, чтобы разговаривать, утешать, объяснять, договариваться и прочее, прочее. Будьте аккуратны, подбирайте слова и старайтесь
говорить так, чтобы ваш собеседник вас четко понимал. Убедитесь, что ваш собеседник вас четко понял. Вот что вы хотели донести, человек это понял. Вот это очень, кстати, важно. Чтобы не потерять этот контакт, чтобы, опять же, не потерять время на то, чтобы все это объяснять, чтобы не было неприятностей у вас с вашими знакомыми, там, близкими людьми, старайтесь говорить четко и по делу. Ну и проверяйте, да, насколько человек все понял. Дальше по левой стороне. Кто водит автомобиль, да, либо у вас передвижение постоянное на автомобиле, будьте аккуратны. Будьте аккуратны, и если вы пользуетесь, например, такси, либо вас кто-то подвозит, ну мало ли, может быть, вы пользуетесь там попутками, вот какой-то риск что-то забыть, что-то важное для вас. Может быть, предмет одежды, может быть, там сумочка, кулечек, там выпадет что-то из кармана. Прям старайтесь вот из автомобиля вышли, сразу все проверить. Вот все, что важно, все проверьте. Ну и, конечно же, если водите сами автомобиль, также могут быть ситуации такие конфузные, когда что-то выпало важное, да, и куда-нибудь там под сиденье, под коврик, да, куда-то вот завалилось. Если что-то будете терять на этой неделе, автомобиль, вот тот автомобиль, каким вы пользовались, ищите именно там. Вещь, которую вы ищете, скорее всего, где-то завалилась, провалилась. Ну и, соответственно, там находится. Так, мои хорошие, еще на этой неделе воздержитесь от каких-то серьезных дел, разговоров с человеком на букву В. Это либо имя, либо фамилия, либо прозвище этого человека, либо человек находится в таком месте, да, которое на букву В называется. Здесь очень пахнет каким-то обманом, да, вот хитрость, обман, желание вас вот как в кабалу, что ли, взять, да, либо на вас какие-то, может быть, даже обязанности там накинуть. Человек нечестный, человек лицемерный, и у человека свой очень шкурный интерес. Если возможно избежать этого разговора, ну, тогда, пожалуйста, не общайтесь. Если невозможно, ну тогда, извините, каждое слово проверяйте, потому что человек прям будет нагло в лицо врать. Да, говорить он умеет, либо она делает это мастерски, да, вот скорее тут как уговаривать вас будут на что-то. Но, еще раз говорю, с этим человеком связываться не стоит. Обманет, предаст, подставит, перекинет на вас что-то. Просто воздержитесь. Если подобный человек будет напрашиваться к вам в гости, прям на пороге у вас будет стоять, трезвонить дверь, просто не открывайте дверь. Ну вот такой совет, да, радикально идет. Даже если это ваш родственник. Вот на этой неделе, вот в голове у этого человека вот какая-то прям такая жуткая хитрость по отношению к вам. Неделя это пройдет, может быть, ситуация поменяется. И если в эту неделю у этого человека получится, ну, как бы он в выигрыше, либо она будет, а вы как будете расплачиваться за свою, скажем так, добросердечность, либо легкомысленность. Врет этот человек, обманывает и что-то недоброе задумал вот по отношению к вам. Так, мои хорошие, давайте теперь по хорошим событиям пройдемся. Хороших событий гораздо больше. Они такие яркие, интересные. Здесь очень много каких-то светлых дорожек у вас выходит. Прогулки, какие-то, может быть, выезды там, на природу, общение с хорошими людьми, встречи. Дорог много, все светлые, все интересные, все позитивные. Вы в этих дорогах как будто бы напитываетесь очень хорошей положительной энергетикой. В каких-то дорогах вас будут сопровождать ваши близкие люди, в каких-то дорогах вы пойдете вот самостоятельно, но при этом в каждом пункте, да, вот куда вы будете приходить, что вы будете посещать, вам будут встречаться замечательные люди с прекрасными улыбками, с хорошим настроением, готовые вам помочь, готовые, как знаете, дружить, общаться, что-то делать для вас позитивное. Это замечательно. И если вы заядлый домосед, поверьте, в эту неделю вы просто обязаны выйти из дома, заставить себя выйти из дома, показать себя людям и посмотреть на этот мир, посмотреть на других. Очень много
хороших отношений может завязаться, дружеских, приятельских, полезных связей может завязаться. Я уже говорила, энергетика у вас просто божественная идет. Поэтому не сидите дома, заставляйте себя. Если не хотите, все равно идите. Все равно выходите, обязательно выходите. Дальше, мои милые, на работе. Кто-то у меня работу найдет на этой неделе. Предложение такое хорошее идет. И вы знаете, это предложение, оно... Вот предложение, которое может поменять жизнь, качество жизни, ваш статус, ваш уровень материального обеспечения. Может быть, вам и не будут обещать небо в алмазах, но поверьте, именно на том месте вы сами себе добьетесь этого неба в алмазах. Обязательно так и случится. Причем в какие-то короткие сроки. Там человечек, который вас будет принимать на работу, либо кто будет вам давать работу, от вас будет без ума. Если мы говорим про интимную жизнь, да, то там, скорее всего, романы с браком и, сами понимаете, да, уже какой-то семейный бизнес получится. Если мы говорим, что вас будет принимать на работу, например, вы женщина и принимает вас на работу женщина, то это дружба, это даже может быть кумовство, ну прям вот так, понимаете, с этим человечком вы будете. Очень плодотворно идет. Ну и плюс, конечно же, очень хорошие перспективы. И работа какая-то не пыльная, очень интересная. И вот вам прям, знаете, как в радость идет. В радость, что я делаю. Ой, у меня получается. Я и так могу. Покажете себя во всей красе. Кто работает у меня постоянно, здесь, скорее всего, будет обсуждение либо отпусков, либо каких-то премий, каких-то, может быть, ротаций. И... может быть, даже какое-то переформатирование будет. Вот вас будут как-то выдвигать, да, либо на руководящую должность, либо на должность старшего. Вот начальник, вот один человек, да, вот в начальстве, может быть, там в отделе кадров, человек вас пытается продвинуть. Вы кому-то очень симпатичны, как человек, как личность, как профессионал. И вот вас будут двигать. Но я вижу, что вы человек действительно очень скромный и немножко неуверенный в себе. Вы можете отказаться. Либо, если вас будут спрашивать, хочешь, а вы скажете, ну не знаю, надо подумать, там справлюсь. Ни в коем случае этого не делайте. Соглашайтесь. Вы справитесь. Вы обязательно справитесь. Просто смотрите, если вы откажетесь, то следующее предложение вы еще не скоро получите. А вам уже пришла пора расти. Вы это уже понимаете. Вы засиделись на том месте, где вы находитесь. Так, еще у кого-то на работе конфликт был. Конфликт либо с коллегами, либо с начальством. Что-то происходило, вот такое напряжение было. Да, желания не было ходить на работу. Какое-то удрученное состояние. Вот этот конфликт, он исчерпает себя. А здесь либо будет восстановление отношений, либо какое-то прям такое примирение, когда люди пойдут друг другу навстречу, смогут договориться, разобраться, да, что же на самом деле происходило. Ну и даже, возможно, какие-то посиделки в коллективе, да, вот в знак того, что вы там восстановились, примирились, либо разногласия разрешилось между вами. Очень, кстати, позитивно. Так, девочки, у кого мужчина то ли болел, то ли какие-то проблемы были у мужчины, какие-то страхи были за мужчину, за его будущее, либо за его здоровье. Тут результаты будут. Если сдавали анализы, придут результаты. Причем результаты радостные для вас, то есть никаких там болячек не найдут. Если вы, мужчина, вернее, чего-то боялся, либо вы переживали за мужчину, то вот эта опасность, эта угроза, она как минет, отойдет. То есть как праздник у мужчины, ну и вы, конечно же, как жена, любящая женщина, разделите с ним вот это хорошее настроение. Так, здесь вот любовный треугольник у меня вышел. Любовный треугольник. Может быть, еще и нету этого треугольника. Здесь мужчина явно не свободный, и мужчина, который... Ну, смотрите как, намекал, но при этом ничего не делал. Может быть, и вы не совсем свободны. Может быть, это совсем не треугольник, а четырехугольник. У вас с этим человеком идет какая-то встреча. Встреча, где вы наконец-таки с ним поговорите. Сразу хочу сказать, очень сентиментальный разговор будет. То есть человек вам признается, так вот прямо и скажет. Ты знаешь, ты такая шикарная. Ты вот женщина на миллион.
Вот я прожил столько лет, и вот первый раз в своей жизни я настолько испытываю яркие эмоции, яркие чувства к женщине. Думал, что я на такое не способен. Но вот так сложилась жизнь, что при всей моей любви к тебе, да, при симпатии, я ничего не могу тебе предложить. Вот просто вот в данный момент ничего. Знай, что ты мне очень нравишься. И я готов был бы пойти на что угодно, да, лишь бы изменить жизнь, лишь бы иметь возможность быть с тобой. Но сейчас это невозможно. Вот. И знаете, с одной стороны, конечно, будет больненько, да, потому что мужчина вам тоже симпатичен. А с другой стороны, вы так хорошо друг друга поймете, вот настолько грамотно мужчина там подберет слова, либо настолько сможет ярко описать свои чувства, что вы с этим человечком как-то договоритесь, скорее всего, договоритесь на то, что вы будете дружить, там, общаться. И вот эти барьеры дозволенного вы переходить не будете. Сейчас я вижу, что вы переживаете, как он там, нравлюсь, не нравлюсь, что будет, не будет. Пока не будет. Пока мужчина не имеет возможности, да, нет такой возможности вам быть вместе. Но при этом вы поговорите и успокоитесь. Вы будете понимать, что мужчина вас любит, к вам расположен. Да, просто вот время такое. Да, либо надо, как говорится, подождать, либо просто пойти дальше. То есть как успокоение идет. И, мои хорошие, вот кто конкретно в треугольнике, здесь мужчина уже с какими-то конкретными предложениями. Да, он будет говорить, знаешь, здесь мы живем, нам там родственники моей бывшей, там, либо она сама, да, не даст возможность жить. Вот любишь меня, хочешь быть со мной, давай тогда вместе уедем. Причем уедем куда-нибудь очень далеко. Вы будете говорить, вы первый раз в жизни поймете, что вы говорите на одном языке, что вы друг друга очень хорошо понимаете. И вы таки договоритесь. Вот те решения, которые вы примете, они будут очень позитивными и для вас, и для него. И знаете, какой новый этап начинается. Я не скажу, что в отношениях, я скажу, что в жизни. Это гораздо важнее, новый этап в жизни. Вот в вашей жизни, в его жизни. Но очень-очень позитивный разговор. Вы начнете действительно говорить с друг другом и друг друга понимать. Не требовать друг от друга, а именно понимать. Дальше, мои хорошие, кто у меня на переписке? Есть какая-то переписка бесконечная, причем то ли вы договориться не можете, то ли какие-то все-таки есть тайные секреты, то ли вы всего не говорите мужчине, то ли мужчина вам всего не говорит. А здесь, возможно, будет пауза. Пауза, когда, я так понимаю, что скорее вы возьмете время на подумать. Вы даже без всякой задней мысли, вы говорите: дружочек мой дорогой, да, мне нужно подумать, я там куда-то еду, не смогу там отвечать на твои сообщения, в общем, пару дней не будем общаться. И вы удивитесь, за эти пару дней с мужчиной произойдет какая-то колоссальная метаморфоза, как прорвет этого мужчину. Он начнет вам писать, говорить, расскажет вам то, о чем вы даже его и не просили рассказывать. То есть здесь идет однозначно улучшение отношений после какой-то паузы между вами, да, вот, ограниченного общения. Я так понимаю, что он еще действовать начнет. Потому что здесь у меня мужчина звезду несет к своей женщине. То есть он ей говорит: все. Я все понял. Для меня это было ужасное время, да, эти несчастных, может быть, 24 часа, либо 3 дня, сколько вы не будете общаться. Я не могу тебя потерять. Вот не могу и точка. Без тебя жизнь, она ведь такая ужасная, мрачная, холодная. В ней нет никакого смысла. То есть здесь вот под конец, скорее всего, недели уже вы от этого мужчины отбиваться будете. Да, будете говорить: слушай, давай не будем спешить, давай тут немножечко сбавь обороты, да, просто с таким напором на вас пойдет. Боже мой. И также такая подобная, ситуация может отыграться у тех, кто, прям на как грани развода, наверное, да, может быть, вы будете обсуждать в начале недели этот вопрос, что разводимся, расходимся. Тут я так понимаю, что у вас уже состояние, как будто бы вы приняли эту ситуацию, вы уже к ней готовы, и морально, и физически, а мужчину прорвет. Мужчина вдруг не сдержится и начнет говорить о своей любви, о том, что он не имеет просто права вас потерять, потому что все, конец.
конец его жизни. Девчонки, звезду несет мужчина. Кому-то, кстати, мужчина исполнит вашу мечту. Вот есть у вас мечта, может быть, куда-то поехать, что-то приобрести, какой-то подарок дорогой. Ну, мужчина несет звезду, мои хорошие, исполнится. Что мужчина обещал, либо то, чего вы хотели, вот обязательно исполнится. Так, у вас тут еще встреча с родственниками, скорее всего, либо с близкими друзьями. Откуда-то издалека люди едут. Издалека вот специально едут, чтобы с вами повидаться, чтобы с вами встретиться и вам, скорее всего, что-то передать. Либо подарки для вас закупили, либо от кого-то подарки вам будут привозить, да, может быть, посылочки, может быть, от родственников что-то будут передавать. То есть вас еще к концу недели порадует встреча с этими близкими людьми, разбор всяких там покупок, подарков и хорошее настроение. Прям тепло и хорошо будет. Так, по поводу денег на этой неделе. По деньгам сразу скажу. У кого-то будет зарплата, либо у вас, либо у вашего мужчины, может быть, у кого-то из ваших близких, вам идет хорошая сумма денег, которую вы будете вот прям сидеть и планировать, да, куда я потрачу. Будете сидеть, распределять эту сумму, что-то подсчитывать, какие-то планы покупок составлять, да, ну, в общем, проведете вы вечерочек с подсчетами, с планированием, ну и с распределением, конечно же, этой суммы. По поводу затрат. Затрат особых я не вижу, разве что вы будете тратить на себя, на какие-то свои мелкие радости, на какие-то свои удовольствия. Ну вот речь больше идет, может быть, о еде, о каких-то, может быть, украшениях, либо о каких-то вот приятности для себя, да? Это не вещи, это не то, что можно носить. Может быть, что-то декоративное, украшение дома. Вот на это будете тратить деньги. То есть делать себе, лично конкретно себе приятно. Так. И еще один важный момент для тех, у кого проблемы с жильем. Здесь у вас вышел очень большой ключ. Либо очень хорошее предложение поступит по поводу жилья, либо вы наконец-таки сможете найти дом своей мечты, да, заключить там договор, контракт на аренду, либо даже на покупку. Очень, кстати, интересно. Да, кстати, если вы хотите что-то продавать, и я вам не рекомендую, не потому что у вас, например, не получится, либо какие-то могут быть проблемы. У вас очень хорошая энергетика. Когда вы продаете, отдаете, дарите, вы вместе с предметом, например, дарения, вы также передаете свою энергетику. Энергетика идет, энергетика очень позитивная, положительная, старайтесь ее хранить. Если вам дают, берите, но сами старайтесь в эту неделю особо никому ничего не отдавать. Ну и, конечно же, не совершать каких-то серьезных там продаж, да, либо передачи какого-то, может быть, там имущества, подарков, предметов, ну, таких более-менее крупногабаритных. Вот это вам будет на пользу. Не передавайте свою энергетику. Вот прям берегите каждую капельку своей энергетики. Кстати, по здоровью на этой неделе у вас тоже, вот знаете, как прилив сил есть. Если будут какие-то мелкие, да, там, может быть, там усталость, у кого-то, кто страдает мигренями, могут быть, да, такие вот проявления, но они будут очень кратковременными и, ну, как бы можно даже и не почувствовать, да, даже не заморачиваться по этому поводу. Энергия идет, энергия очень положительная. Постарайтесь на этой неделе действительно себя почувствовать, ну, вот королевой, не меньше. И общайтесь. Дают, берите, но сами никому ничего не давайте. И все у нас будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.